В Астане арестован еще один сторонник радикальных религиозных течений. Напомню, это уже 6-й по счету житель столицы, подозреваемый в участии в террористической организации, чья деятельность запрещена на территории Казахстана. Тем временем суд Карасайского района Алматинской области накануне признал виновных 2 братьев в участии в джихаде в Сирии. Моя коллега Галия Идаятова подготовила специальный репортаж о потерянных душах. Рахмет Битимбаев в спецучреждение в Уральск попал в 2012 году по обвинению в финансировании терроризма. 2 раза отправил деньги братьям по религии в Турцию. Оказалось, что проспонсировал террористическую группировку в Сирии. Свой путь в общество потерянных душ Рахмет начал с посещения мечети, где его и приметили вербовщики. Идешь в мечеть, имама не слушаешь, просто читаешь намаз и уходишь. Я не знаю, почему так вышло. Или это другие эмоции, или еще что-то. Находишь в интернете видео, или тебе дают брошюрку, читаешь все это и думаешь, это же правда и правильно. Там все аргументируют словами Аллаха и пророка. История таких, как Рахмет Битимбаев, пока ничему не учит. Буквально накануне в Алматинской области суд Карасайского района приговорил 2 братьев к 6 годам заключения за пропаганду радикальных идей и участие в джихаде на сирийской территории. Реалии сегодняшнего дня: 150 казахстанцев, воюющих на стороне группировки Даиш в Сирии. И это только официальные данные Комитета национальной безопасности. По словам теологов, всех уезжающих вербуют тщательно и осторожно, а зачастую с применением старых, но верных психологических методик. Есть определенные этапы, вот именно с момента заключения, скажем так, да, вот контакта, вот это первый тоже. Потом дальше, когда контакт есть, это уж посеять сомнения. Там где-то 6 или 7 этапов можно выделить, когда человек таким образом тоже постепенно, тоже поэтапно начинает уже осваивать уже, скажем так, чуждую или чужую тоже для нас идеологию. Психологи и радикалы, по мнению специалистов, практически всегда действуют совместно с идеологами, подкованными аятами из священного Корана. Известный в странах СНГ имам Хатыб Шамиль Аль-Удинов утверждает, что Даиш всегда необходимы бесплатные боевики, поэтому на вербовку террористы сил не жалеют. Нравы же, которые видят рекруты в лагерях-боевиках, чрезмерно строгими не назовешь. Здесь, пожалуйста, тебе там сестра, там все, вот, там женил, все так ради Аллаха, все просто, смотри, и оружие тебе дают, это. И вот эта вся машина начала наполняться. Некая простуда для кого-то. Но для кого-то это может оказаться и раковой опухолью. Этот вирус очень сильный. В российских СМИ на неделе появилась статья, в которой боевик в Сирии, родом из Казахстана, рассказал, что попал под влияние радикалистов во время учебы за границей. Оказавшись в лагере для боевиков, молодой человек понял, что попал не в войска священной войны, а в обычную преступную группу, где его товарищи по оружию просто продавали в рабство. Были случаи, когда братья исчезали без следа, а наши амиры говорили, что они умерли или уехали в другие регионы Сирии, такие как Хомс или Гута, сообщает он. А потом он узнавал, что его знакомые никуда не уезжали, а были проданы в рабство. По мнению аналитиков, основная опасность для Казахстана и других стран кроется не в количестве уезжающих воевать в Сирию, а в возвращенцах. Ведь они продолжают пропагандировать радикальные идеи, но уже на родине. Галия Идаятова, Тимур Иркитаев, телеканал Астана.